Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В январе текущего года подписано распоряжение правительства республики по постановке задач по безопасному пропуску весеннего половодья. Каковы прогнозы по паводковой ситуации весной этого года, мы поговорим с гостем в студии. Полковник Александр Никифоров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но хотелось бы вначале спросить, это какой предварительный прогноз на весенний паводок 2023 года и к чему нам следует готовиться? Насчет прогноза хочу остановиться следующим, что мы ежегодно пользуемся прогнозом, который предоставляет Якутское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году предварительная консультация по вскрытию рек будет предоставлена 3 марта, а долгосрочный прогноз будет предоставлен 14 апреля текущего года. Но, тем не менее, мы Главного управления совместно с органами исполнительной власти и Якутским управлением гидрометеорологии имеем следующую картину по течению февраля месяца. Да? Мы рассматриваем для составления прогнозов толщину льда на реках республики и снегозапас, и, естественно же, погодные условия. Если остановиться по толщине льда, то на сегодняшний день наблюдается превышение уровней на реке Лена, это получается у нас Ленский район. На территории Алекминского района город Алекминск, город Якутск немного превышение идет. Потом по Вилюйской группе районов это Верхний Вилюйск, там у нас превышение идет. И Колымская группа, это у нас Зарянка, Среднеколымск. Там у нас тоже немножко превышение на сегодняшний день имеется. По снегозапасам, опять-таки, если посмотрим, опять-таки, эти же районы у нас идут. И идут у нас устье реки Алдан, это Батамай, заторопасный участок самый по реке Алдан. Поэтому на сегодняшний день мы акцент делаем на эти муниципальные районы. А, как я уже сказал, долгосрочный прогноз мы получим в апреле месяце, и уже конкретный прогноз будет составлен тогда. А вот эта вот толщина льда, да, увеличение толщины выше нормы, чем чревато? Это, во-первых, затороопасность. Заторы могут образоваться возле этих населенных пунктов, соответственно, там надо будет проводить ряд мероприятий по устранению. Территории, которым угрожает больше всего подтопление, вы уже перечислили. Расскажите, какие задачи будет выполнять ваше ведомство? Во-первых, на сегодняшний день, как вы уже сказали, распоряжение правительства Республики Саха-Якутия издано. Мы, Главное управление, совместно с органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия, органами местного самоуправления приступили к уточнению всех планирующих документов. Главное управление в этом вопросе оказывает всяческую методическую помощь органам местного самоуправления. Далее мы при подготовительных мероприятиях будем проводить командно-штабные учения по готовности сил и средств с проверкой Якутской территориальной подсистемы, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Далее у нас будут в ходе именно прохождения паводковых вод наше ведомство будет руководить межведомственными оперативными группами на территории Республики Саха-Якутия. Их будет 9 по аналогии прошлого года. Будем отслеживать прохождение паводковых вод, и при возникновении чрезвычайной ситуации наши спасатели будут принимать все необходимые меры по устранению. Противопаводковые мероприятия. Давайте остановимся на этом вопросе. Расскажите, пожалуйста, что они в себя включают. Да, на сегодняшний день в республике уже идут, как я уже сказал, подготовительные мероприятия по проведению противопаводковых мероприятий. Издано распоряжение, проведено совещание научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления, где рассмотрены схемы проведения превентивных мероприятий. Это, все знают, это у нас ежегодно проводится зачернение и распиловка льда с затороопасных участках на реках республики. Их будет 80 участков, из них 7 участков это у нас будет проводиться распиловка льда, а в остальных будут проводиться зачернительные работы для ослабления прочности льда. Во-вторых, как я уже сказал, это будут командно-штабные учения с проверкой сил и средств муниципальных образований, где мы будем проверять готовность, в том числе готовность систем оповещения будем проверять, готовность пунктов временного размещения, созданные резервы, запасы и так далее. Все полностью будем проверять для того, чтобы мы были полностью готовы к безопасному пропуску паводковых вод.
Мгм. Так, зачернение и распиловка льда. А взрывные работы входят в эти мероприятия? Ну, на территории Республики Саха-Якутия мы взрывные работы проводим непосредственно при прохождении паводковых вод. Если у нас межведомственными оперативными группами в ходе обследования прохождения ну, как бы паводка, если будут выявлены заторы на реках республики, то будут приняты соответствующие решения, и взрывными командами, которые будут определены, будем проводить взрывные работы. Население республики, в принципе, в курсе, как они проводятся. При выявлении моментально мы проводим работы. Мгм. Ну а пока что ряд районов, где будут проводиться эти взрывные работы, неизвестен. Да, неизвестно, у нас такой практики нету, как в других субъектах Российской Федерации. Мы именно при выявлении, в ходе прохождения паводков, вот проводим такие мероприятия. В ходе подготовки, да, противопаводковые мероприятия включают в себя также оповещение населения. Да? Как будет оповещаться население? Да, оповещение населения — это самый один из важных вопросов на сегодняшний день. Здесь для оповещения и информирования населения в ходе прохождения паводковых вод будут задействованы региональная система оповещения, муниципальная система оповещения и локальная система оповещения. Региональная система оповещения, она предназначена для того, чтобы оповестить весь руководящий состав единой государственной системы предупреждения, в том числе и ДДС в муниципальных образованиях о ходе прохождения паводка либо какого-то возникновения чрезвычайной ситуации. В свою очередь, население, проживающее в тех зонах, где проходят паводковые воды, будут оповещаться муниципальным системой оповещения. Для этого на сегодняшний день создано в республике все полностью правительством республики. В каждом населенном пункте, в который у нас определены в реестре, это их 123 населенных пункта, из них 98 по весеннему паводку, остальные при дождевом паводке попадают эти населенные пункты. В этих населенных пунктах система оповещения полностью настроена. Получается, данным системой оповещения и будет информирование населения о прохождении паводка муниципальными образованиями через ИДДС муниципальных образований. Локальная система оповещения — это объектовые системы оповещения, объекты, которые попадают в зоне риска, так скажем, да, при прохождении паводка, будут оповещаться именно вот этой системой оповещения локально. По информированию населения у нас будут задействованы комплексные системы экстренного оповещения. Это у нас, наверное, население уже смотрели большие телевизоры, которые стоят по городу Якутску, и такие же есть у нас в городе Ленске. Они будут задействованы, соответственно, будут задействованы интернет-ресурсы, и, соответственно, же будет телевидение. Все будем оповещать и информировать таким образом. Александр Дмитриевич, а как вы в целом оцениваете готовность специалистов к весеннему половодью? Ну, наверное, на этот вопрос рано ответить, но, как я уже сказал, мы в марте месяце планируем провести в соответствии с прогнозами, которые у нас будут в муниципальных образованиях, командно-штабные учения. Вот после данных проведения вот этих учений мы будем готовы уже констатировать факт, как мы готовы к паводку. Но я надеюсь, что у нас в соответствии с теми нормативными документами, которые сегодня имеются в Республике Саха-Якутия, муниципальные образования отнесутся, как всегда, серьезно к этому вопросу. И мы думаем, что данный период в этом году по паводку пройдем тоже достойно. Отработаем все вопросы. Конечно. А есть ли какие-нибудь проблемы и предложения по совершенствованию системы? Ну, по совершенствованию системы тут можно ответить таким образом. Мы ежегодно совершенствуем работу в данном направлении. Можно остановиться на том, что на сегодняшний день мы впервые в Российской Федерации используем мобильный приемо-передающий комплекс Роскосмоса, который в оперативном, скажем, действии мы получаем все космические снимки по прохождению безопасному пропуску паводковых вод. Можем определить, где какие могут быть заторы. И в оперативном подчинении, получается, мы принимаем эти снимки и принимаем соответствующие решения.
по устранению тех или иных затороопасных участков, либо по тому же информированию, оповещению населения о том, что может быть случиться то-то, то-то. Вот это первое. Во-вторых, опять-таки, получается, мы возвращаемся к прогнозу, прогнозной составляющей, потому что от прогноза зависит очень многое. Как только мы получаем прогнозы, соответственно, мы принимаем какие-то соответствующие решения. Усовершенствуем в соответствии с нормативным документом Республики Саха-Якутия через службу спасения Республики Саха-Якутия данную работу. Есть нормативный документ по совершенствованию мероприятий по Арктике. Арктика — это передовые технологии. И, соответственно, по мониторингу усовершенствование идет. Использование всех имеющихся систем на сегодняшний день в республике, передовых систем, имеющихся в Республике Саха-Якутия для составления данных прогнозов. Далее усовершенствование идет по оснащению сил и средств. Беспилотные летательные аппараты. Принимаем совершенно новые беспилотные летательные аппараты. Принимаем через них ортофотопланы, составляем схему муниципального образования или населенного пункта, который может попадать. Берем, какие уровни могут быть в данном населенном пункте, сколько при этом могут быть подтоплены жилые дома, сколько населения проживает, сколько необходимо нам будет подготовить пункты временного размещения. И, соответственно, в этих пунктах временного размещения сколько мы должны обеспечить жизнеобеспечение населения. Все применением этой системы мы делаем соответствующие расчеты, и в соответствии с этими расчетами планируем и принимаем меры. В принципе, на сегодняшний день по совершенствованию так. Готовность сил и средств, как я уже сказал, мы проверим в ходе командно-штабных учений, которые пройдут в марте месяце. Но у вас действительно очень большой арсенал, то, что вы усовершенствовали, и в вооружении есть много инструментов, которые могут позволить достаточно оперативно реагировать на какие-то изменения и возникшие ситуации. Да, действительно есть. Как я уже сказал, мы полностью каждый год оснащаем свою технику, спасательное оборудование. Для этого центральным аппаратом МЧС России централизованно поставляется это оборудование. Плюс еще силы спасательные службы Республики Саха-Якутия тоже ежегодно обновляют свой арсенал в этом направлении. Как я уже сказал, и новые беспилотники, и новые снаряжения и так далее. Александр Дмитриевич, спасибо вам большое, что пришли. Уверена, что ближайший весенний сезон пройдет незаметно для нас и никаких проблем нам не принесет. Благодарю вас за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.